Да не надо, я тебе все заплачу, поехали. Смотрите. В натуре тип қой бұл. Вообще крышасы тайып қалған ұқсайды ені. Өте жақтан қату дворды айдап келатқанда как раз өткөрейін деп сол жаққа машиналарға қысылып тұрсам, жаман қату айдап келатқан, кішіне машинаның жанына келгенде кішіне скорость düşіресің ғой. Бұл қандай келатса ошо ойдан келіп келеді, күзгүні жатқыра сүзіп кетпеді. Күзгімен күзгі қағышып ше. Тоқтойбу десем жоқ, тоқтойбойды, пипилдетсем де тоқтойбой кетіп қалды. Дағы жақсы күзгі ештеңе болған жоқ. Ошон үчүн регистратор қойғыла. Егер мысалы күзгіңер сынып қалса, регистратормен номерін қарап эметсеңер болады да, тапсаңарчы водительдечи. Мен да как раз бұл сыртты қарап тұрған регистратормен материал көчіріп отқам да, ал уақытта тартпай қалады да. Ошо. Жігіттер, комментарийге жаз қойғылачы, ким қанша процент берет паркка. Анан кейін өткөндө білесіңер, пилот такси деген паркты реклама қылғам, 2 роликті, 2 жол қылып тұрмын. Ошон үчүн аз 3-сін қылып қойын деп чечтим, жаңы информациялар пайда болып қалды. Казах Дели деген блогер бар, ошонун өзүнүн личный паркы бар, пилот такси деген. Моментальный выплата, заправка с таксометра, покупкасы мен Москвадан бөлөк башка бүт жакта. Доставканы кошот, курьерлерди кошот, Ситимобилге кошот, Яндекске кошот, иши кылса все четко. Анан кийин мен атыман бардым десеңер, декабрдын аягына чейин 1%. Мага айт, буга чейин условия мындай болчу да, ноябрдын аягына чейин болчу. Анан кийин мен кечээ сүйлөшүп айттым, кой, Миша, бул жагын декабрдын аягына чейин өлтүрөлү дагы, анан кийин ошол условия нормальныйрээк болот депчи. Декабрдын аягына чейин жумуш как раз бүтөт, январь кичине слабый болуп калат. Ошон үчүн жигиттер, эми 1%, 2-3% берип деле иштеп жүрөсүңөр. Билем, түшүнөм, мындай суукта документ жиберип, анан фотоконтроль өтүп, ар жак бер жак болгон. Бирок ошого компенсация кылып 60 литр бензин розыгрыш кылып атат. Паркка регистрация болобуз дагы, анан кийин 20 литр же болбосо 30 литр же болбосо 10 литр утуп аласың. 20 литр деле 1000 рубль турат да. Ошон үчүн пилот такси, контактылар биякта, описанияда, комментарийде, бүт жакта болот. Алло. На заправке. Ну, я вот на заправке стою. Вот возле кассы. Я возле кассы стою. У вас написано в комментарии на заправку. Я вот на заправке, на аварийке стою, возле кассы. Видите, вот где, ну видите, где вот машины стоят на заправке, черная машина. Да. Ну, на заправку подойдите, вот к главному входу. Вы знаете, где касса? Где машины заправляют? Где... Ну, я вот на аварийке стою, на заправке. Вы видите кассу, куда люди заходят? Давайте я сейчас машину пропущу, вот. Пропущу, говорю. Подойдите вот на кассу. У меня сзади...
Да, я вот здесь стою 5 минут уже. Какие-то вы странные водители. В каком смысле мне плевать, Ой, хоть послушайте, 20 минут? Вот я очень хороший, я нормальный человек. Я тоже Отодвинь нормальный вот человек. это. А. Ну почему ты не можешь выйти из машины вот здесь меня увидеть? Ну я откуда? Я знаю, что ты здесь стоишь. Я же вот здесь за тобой стою. Вы вызвали машину на Отодвинь заправку. быстро это сиденье. Отодвинь мне Под сиденье. сиденьем стоит. Ой, как странно, какие прям. Вы знаете, что вы 4-я машина? Потому что вы не туда вызываете, значит. Как не туда? Каширское шоссе, дом 23А. Вот у вас кто вызвал машину? Я вызывал. Вот у вас в комментарии написано заправка. Да зачем? Я говорю, первое, я говорю, А шлагбаум. почему вы написали заправка? Центральный въезд Ну, рядом почему? заправка, я А сказал. почему в Ну комментариях? ваши чокнутые так пишут. А Ваши я чокнутые. виноват, что ли? в этом? Нет, конечно. Ну вот именно. Ой, ужас, я 2 часа не могу вызвать. Куда едем? Представляете? Как куда? Улица Кантемирская, дом 29, корпус 2. Не написано разве? Теперь читайте. Ну а зачем я буду читать ваше? Вы прочитайте мне. Откуда? Каширское шоссе 23А. Куда? Каширское шоссе 23А. Ну я разве виноват в этом? Я же очень четкий, я профессор, который четко выражает свои мысли. Я же тоже Вы не виноваты, Да, вы только да. меня убивает. Я вам говорю, ну выйдите из машины, чтобы я вас увидел, вы не выходите. Если вы машину не видите, как вы меня увидите? Да вы бы меня увидели, я с машины, с телефоном стою, ну это же видно сразу. Я вам Ой, объясняю. такие странные люди. Я вам Слушай, объясняю. да На ладно, заправку как подойти. тебя зовут, скажи лучше. Арген. Арген, эх ты, 70-летний человек просит тебя выйти из машины, выйти не можешь. И найти и сказать, пожалуйста, пройдите вы сюда. видите, там 4 машины стоят. Я Ой, закрыл, да ладно, я Арген, закрыл выезд. всё, ну ладно. Не хочу даже говорить, вы какие странные. Да. Я что ли виноват, что вам такие чокнутые у вас сидят? Вот теперь вам нужно будет позвонить, Зачем? чтобы адрес поменяли. Да не надо, я тебе все заплачу, поехали. Смотрите, какая ситуация. Я вот доеду до Кантемировской, Ну, закрою заказ. не закроешь ты заказ, сюда приедешь. Почему? Я потому что домой, я ключи забыл и пропуск на работу. Туда и я- обратно приеду. Я вас прекрасно Вот понимаю. ты в это же место. Я вас прекрасно Ой, понимаю. ну давай быстрее, Дайте, ну езжай дайте мне уже. объяснить, пожалуйста. Ой, Дайте. ужас какой-то. Она прям. сейчас вообще не посчитается. Да мне плевать, я тебе дам 1000 рублей, поехали. Что ты за человек? Я же ведь порядочный человек. Я заплачу тебе все. Я вам просто... Да плевать, что не Я засчитает. вам просто правила Пусть не объясняю. засчитывает. Эти сами, они идиоты, так делают, чтобы не засчитали. Что я могу сделать? Это 4-я машина. Как меня довели слушать? Это же ужас. Давай сделай Кантемировская, дом 29, корпус 2. Не нужны они нам. Я с тобой рассчитаюсь, не волнуйся. Еще вспомнишь, ты из Кыргызстана или откуда? Да. А я из Узбекистана. Узбекистан, Данман. Кыргызский понимаю. Я Тоже мне понимаю. люди какие прям странные. Ты-то должен быть, ну я не знаю, что сказать. Ты представляешь, им бесполезно говорить. Они все неправильно сюда делают. 4 раза. Можешь себе представить? Я уже полчаса не могу уехать. Значит, такие люди сидят там. Ну конечно. Ну как так можно? Что ты боишься, что не засчитают? Я что, копейки буду считать? Мне нужно быстро домой взять ключи, пропуск и вернуться сюда. Прям, как я целый день работаю, это же ужас. Такая, Кантемировская здесь рядом, всего одну остановочку метро. Быстро набегаю наверх, забираю пропуск, ключи, вот вылетело в последнюю минуту из головы. Первый раз в моей жизни. А охрана начала как из себя изображать. Это же, я говорю, ты человек, ты мужик, ты же каждый день меня видишь. 50 лет уже здесь работаю. Он не пускает, да? Да я даже разговаривать с ним не стал. 50 лет, вот 45-48 лет здесь работаю. Он каждый день видит, ну он дежурит же охрана. Да. Он же видит меня, он же лицо меня знает. Ужас какой-то. Зачем они нам нужны? С такой работой их.
тогда я никогда не кричу. Я вообще это мне не свойственно кричать. Довели прям меня, ты представляешь? А главное, и водители бросают трубку, чуть ли не посылают тебя, ты остаешься ни с чем. Я говорю, Каширское шоссе 23А, центральный въезд в онкоцентр. Для шлагбаум, для ориентира рядом бензозаправочная станция. Как я что-нибудь говорю неправильно? Знать диспетчер неправильно все. Ну, конечно. Слушайте, я лекции читаю, против всегда очень четко выражаю свои мысли. Все, я не могу вас отвлекать, больше лучше за дорогой смотрите. Я быстро заберу ключи, пропуск и сюда приедем, хорошо? До 8, я надеюсь, успею. Я без 15:07 вызываю эти машины. Как быть? Как им говорить этим? Тогда нужно говорить, Каширское шоссе 23А, это онкоцентр, вот это наш центральный въезд. Шлагбаум. И все, и больше ничего не надо говорить. Ну, извини меня, пожалуйста, что я так вышел из себя. Меня все вот люди, которые до тебя были. Я вас понял. Вы тоже меня извините. Всегда, когда человек это тебе же ничего не стоит постараться понять человека. Понимаешь, конечно, я так по-хамски не должен был себя вести. Не должен, абсолютно. И нужно всегда держать в рамках себя. Но меня предыдущие водители прям бросают трубку, разговаривают как... А надо говорить шлагбаум, да, и да, все, да? Да. Все, пока, Да, мой дорогой, давай. Все хорошо. Хорошо. Будь осторожен на этих дорогах. Спасибо. Счастливо тебе. Ой. Байкеш хаус. Тура емес. Тура эле адрести айтып тур, просто заправка деп. Ориентир заправка деп тура емес айтып алып тур да. Анты кыйраткан диспетчерлер дагы койгон точкасы да. Койгон точкасы кайра обратно койбой коюшуп тур, адрес туда и обратно айтып тур, а бары ошол эле Каширканы дублировать этип салышыптыр баары. Эми бир чети жалко дегилечи, бирок телефондончу ушунчалык жеткирип салды да, чучукка чейин жеткирип салды уже. Тем более түнү менен иштеп уже таңамал чарчап, уйкум келип, монтип атканда уже. Погода эмне дейт, я? Погода. Машинаны көмүп салып тур го. 44 минута. Спасибо за поездку. 1 Пожалуйста, 679. убедитесь, что вы не оставили... Салам алейкум, подписчик твой. Жүрөктү жылытат го, я жүрөктү. Подписчик твой деп. Мотивациядан берет го. Ошон үчүн жигиттер, каналга каттала элек болсоңор, подписканы басып, лайктан басып, бирдеке жакпай атса комментарийге жазгыла. Жестко. Последний жолу 2017-жылы квартирада бир эч жашачу. Ошол эч точно ушундай тартчуда коңуруктучу. Даже мындан да катуу тартчу. Жестко тартып бартат коңурукту. Еще юбка кийип алыптыр, юбка. Жеткенде
Жакшы эле юбкасын тартып көрсөтөйүн дедим эле. Түшүп калып, арканы көздөй кетип калбады. Алдыга басат го деп камераны дайындап турсам, артка кетип калды. Аппак карды сап-сары кылган бойдон артка чуркап кетип калып. Жана шотландский юбкалар бар го, Шотландияда кийип алышат го. Жаңылышпасам. Ошондой юбка кийип алыптыр. Дагы бир айта кетчү нерсе, чалпылдата эле лайктан басып койгулачы, аябай элечи. Анан комментарийге жазып койгула, бирдеке жакпай атса, конструктивный бир комментарий жазсаңар, обязательно окуп жооп берем. Кандай темада ролик тартайын, эмне вообще кандай суроолор бар, суроолор болсо смело жазгыла, каналга катталгыла. 94% без подписки көрөт экен видеолордучу. Ошон үчүн тык этип подписка кылып койгула, бир күн болбосо бир күнү бир полезный информация чыгарам. Может силерге керек болуп калат. Анан көрбөй каласыңар. Так что давайте жигиттер, кет.